Вместо потали у нас золотая краска, да? Я поняла. Ага. Так, я поняла. Не нашла, да? Нету никакой потали, значит, клей Потали это что такое? куба не понадобится. Типа сусальное золото. Привет. Видно. Сегодня 29 января. Юля, слушай, все, Мы начинаем. продолжаем наш мастер-класс. Так, Для того, начинаем. чтобы Так, сделать в технике винтаж картину. Большой картон. Заново, да? Ага, сейчас. Хорошо. И запись включила тебе. Всем привет! Сегодня 29 января и продолжаем наш мастер-класс. Это... Хай. Сегодня у нас будет винтажная картина. Это очень интересная техника. Для того, чтобы нарисовать картину в таком стиле, нам понадобятся наши акриловые краски. Вообще можно не так много цветов. Самое главное, чтобы сделать телесный цвет, также наш фон и наши доспехи. Сегодня я взяла несколько цветов. У вас может быть и поменьше, или побольше. Самое главное, чтобы основные цвета были. Вот. А также у кого есть ребята... А как мы тогда ее будем? Это YouTube. А также, если у вас есть поталь, вы должны подготовить обязательно клей для потали. Это универсальный клей именно для потали. Нет, вот зум идет. А также, если у вас нет специального клея, подойдет ПВА-клей, но универсальный. Ой, звук выключился. Если у вас очень жидкий, если густой клей, если густой у вас клей, надо обязательно Надо ее включить и нам молчать тряпочку. Подожди, сейчас я выключу звук в этом. Вот тут выключу звук. А также, если у кого нет в компьютере выключу. именно металлических золотых листков, вот так вот. Тогда здесь нормально. А здесь Включу сейчас. Будем слышно. вот. Поталь есть трансферная, также есть именно металлические листочки, либо свинцовые, или другие, серебряные и золотистого оттенка, разные бывают. Вот. А если вы не нашли в магазине, я недавно тоже по магазинам ходила, оказывается, я не нашла, в магазинах нет потали, поэтому я взяла свою старую краску, это акриловая декоративная краска золото инков, да? То есть золото инка, здесь получается этот цвет очень такой яркий и золотистый, но немножко темноватый, да? Вы, если хотите поярче, можете взять сусальное золото, потому что сусальное золото поярче будет и посветлее, да? И разного вида золота есть. Вы можете также использовать контуры акриловые, золотистые, а также можно использовать золотые потали вместе с акриловыми красками. Это очень сочетается. Вот. И обязательно подготовьте лак. Лак может быть строительный, любой, но самое главное, чтобы акриловый, да, чтобы без запаха был, чтобы именно быстро сохнущие. Но они все равно запахом, но бывает такое, что они не такой уж запах, как у эмали, допустим. Вот. Обязательно нужно подготовить тряпочку и воду. Можно взять одну большую кисть, чтобы закрашивать наш фон, чтобы наш фон был однородным. Также можно закрашивать и доспехи. Но хорошо было бы, если у вас формат не такой большой, как у меня. У меня здесь А4.
Если у вас А4, вы можете еще взять поменьше кисточку, чтобы края не задеть, потому что акриловую краску исправить очень сложно. Поэтому старайтесь, извините. Так, и можете обязательно тонкую кисть, да? Тонкие кисти нужны для того, чтобы делать обводку. Обводка именно в винтажном стиле очень подходит. А также делать такие, именно буковки будем еще прорисовывать. Подготовьте обязательно карандаш. Карандаш нужен для того, чтобы нам начертить нашего персонажа. Это у нас Нюргун Ботер, стремительный. Вот, Алон Хоттон. И это очень интересно, тоже книгу почитайте. Вот. И обязательно подготовить губку, да? Можно обычную из хозмаркета, потому что такая губка, она дешевая и очень мягкая и хорошая, да? Мы будем вырезать нашу губку, и нужно подготовить ножницы. Вот. Но нам придется, возможно, мы будем резать, потому что у нас формат поменьше. Еще хотела рассказать, что есть такой способ, чтобы не грязно написать именно вашу картину, чтобы аккуратно было, да? Нужно малярный скотч купить, и этот малярный скотч можно просто приклеить на вашу бумагу, либо на картон грунтованный. Если, ребята, вы используете бумагу, то нужно обязательно бумагу грунтовать, потому что если эта бумага будет просто не грунтованная, то тоже не очень хорошо, да. Или это, если будет картон, тоже не грунтованный, то там тоже очень плохо будет наноситься. Или можете купить холст на картоне. Холст на картоне очень хорошо гладко прокрашивается, поэтому любой материал грунтованный подойдет. Вот. И обязательно подготовьте палитру. У меня один картон, где одна сторона у меня будет палитра, вторая сторона я буду рисовать. А потом можно вырезать. Это формат А3, здесь половина А4 будет. Вот. Давайте приступим. Обязательно, не обязательно, можете центр для себя найти. Чтобы центр найти, для нас карандаш будет линейкой, да? Можно просто отмерить и найти центр. Ну, конечно, сильно не морайте, сильно не нажимайте и находим центр, да? Чтобы вот эта часть должна быть равна вот этой. Значит, центр где-то у нас тут. Если у вас будет немножко отличаться, ничего страшного, да, потому что именно творчество, все по-разному герои видят, да, и поэтому очень классно будет, если даже будет отличаться, вот. И приступаем. Нужно сделать нашего героя мужественным, да, тогда у нас подбородок будет пошире. Я тут заранее подготовила рисунок, прорисовала примерно, да, и я сейчас буду сильно надавливать, и будем... Вначале вы просто можете овал сделать, чуть выше центра, а потом провести линию шеи и плеч. Вот. Потом здесь сделать полукруг. И здесь то же самое. Это у нас доспех будет. И сейчас примерно отметите сперва, как будет, и потом начинаем прорисовывать. Я немножко сильнее буду надавливать, чтобы было видно, да? Здесь это у нас как комикс, винтажный, именно такой стиль у нас винтажный, и мы не должны рисовать лицо, да? Ну, можно лицо прорисовать, но, конечно, герой у нас именно без лица будет.
потому что, по идее, я думаю, то, что каждый по-своему видит героя, да, поэтому мы не будем лицо рисовать. Вот. Шея тоже у нас толстая будет, поэтому немножко потолще нарисуем. И плечи пошире, да? Вот. Шлем. Я прорисую так. Можно уши прорисовать, немножко добавить. Можно, у нас такой стиль, что мы можем угловато нарисовать все это, да? Прямые линии. Вот так у нас будет. Можно немножко вот так. Вот. И здесь полукруг немножко сделаем. Сначала наш сверху. И самое сложное у нас шлем, да? Вы можете еще интереснее сделать, еще красивее. Так. Можно чуть-чуть так сделать. Если нам нужно теперь текст написать, да? Чтобы текст написать, можете взять кисть и просто вот так держать и проводить линии, если у вас нет линейки. А также можете карандаш использовать. Здесь мы пишем Нургун Боатур, нашего героя. Примерно нужно раскидать, чтобы буковки хорошо ровно стали, чтобы где-то не было много, а где-то кучкой, да? Поэтому вначале немножко смотрим. Если здесь одна буковка, здесь одна, да, то Р и Г здесь будут сзади. Здесь одна будет и другая. Вот. Примерно я отметила, где у нас что будет находиться. И начинаю проводить линии. Это у нас буква Н, Ю,
Можно просто без кисти буква Ю, Р, Г, тоже примерно, У, Н, Нюркун. А внизу мы пишем Ботур, да? 2 О, не забываем. То есть мы сзади пишем, поэтому здесь у нас видно не будет. Примерно для себя отмечаем, где у нас буковки будут. Так, здесь Р будет, здесь у нас У будет. Получается у нас Ботур. Тут еще 2 буковки, да, тут и тут будет. Тоже для себя. Можно, конечно, Ботур написать большими буквами. Или наоборот. Как вам нравится. Примерно, вот, будем примерно так делать. Это из комикса, тоже заказ был. Примерно будем рисовать именно так. Это винтажный стиль, именно героя из комиксов. Вот, здесь можно посмотреть пятна, да? Это старинные, можно такие старинные плакаты делать. Рекламные щитки. То есть рекламные плакаты. Так, у меня чуть-чуть штатив падает. Ага. Еще хочу немножко сказать, точнее, чтобы перед тем, как акрилом работать, ребята, одевайте одежду, которую вам не жалко выбросить. Либо просто фартук одевать, нарукавники, потому что акриловая краска очень не смывается. И стол обязательно нужно накрыть либо тканью, либо пакетом специальным, который продается, потому что на любой поверхности, если капнет, то очень сложно будет убрать с одежды, практически невозможно. Вот. Здесь у нас Ботур немножко будет побольше, да? Можете английскими буквами написать, можно латинской, ну, как вам хочется. Угу. Конечно, такие плакаты делают классно в формате 50×60. Очень эффективно смотрится. А также именно по талию делать классно. Именно по талии. И техника очень легкая. Именно вот эти металлические листочки, они именно лучше отражают цвет, чем вот такие акриловые краски. Но даже если такая, я специально такую брала именно для того, чтобы застарить поталь. Вот. Не обязательно золото инка брать. Или можете сексуальное золото инка брать, и вы просто не смешиваете, а прокрашиваете ваши буковки, и потом можете немножко темным золотом покрыть местами, сделать пятна, как будто краска пожухла, да? Высыпалась. Вот. Так, сейчас. Угу. Так хорошо видно, да? Продолжаем. Сейчас мы берем воду, кисть пошире, а можно, если у вас формат поменьше, берем кисть поменьше, то есть формат грунтованного холста.
карандаш убираем. Можно, конечно, так или вот так. Акриловая краска очень хорошо наносится, но нужно знать, что акриловую краску не надо сильно разбавлять, потому что краска, которую вы положите, просто не будет цепляться с бумагой, с грунтовкой, и просто как порошок будет высыпаться с картона, с холста. Поэтому обязательно берем где-то 20% воды от 100%. Ну, вот, допустим, мы взяли много красок, и туда совсем мало капаем воды. Так, мы можем взять небесно-голубую, либо у меня синий циан, такой яркий темный синий. Есть такой яркий голубой небесный. Обязательно, когда вы берете краски, вы ложите и обязательно должны закрыть сразу, потому что акриловая краска очень быстро высыхает, и здесь у вас тоже краска портится, поэтому старайтесь закрывать сразу. Вот тут лишняя краска высыхает, можете сразу убирать. Закрыли. Немножко взяли воды. Если у вас краска очень такая, как слизь, да, плохо смешивается, то у вас краска испортилась. Поэтому акриловыми красками пользуемся. Если купили, то в течение года старайтесь использовать, потому что такие краски, они недолговечные, и они быстро портятся. То есть консистенция уже не та. Вот эта краска, я чисто голубую взяла, эта краска будет у нас темнеть при высыхании. Поэтому можно чуть-чуть белила титановый взять и добавить в голубую. Это у нас акриловая краска же, да? Немножко оставьте. Мы не будем смешивать всю краску, да? То есть белила добавили наполовину. Сделали посветлее. Если сильно густая, чуть-чуть воду добавляем. Конечно, можно не разбавлять. И начинаем прикрашивать. Старайтесь края аккуратно закрасить, да? И буковки тоже. Здесь немножко оставьте место для краски. Если вы взяли мало красок, то также берем и добавляем туда белила и немножко голубую. Есть еще разбавитель для акриловых красок. Они тоже продаются в таких тюбиках, но это у меня сейчас именно клей для баталий. И в таких тюбиках можете купить в художественном магазине именно разбавитель для акриловых красок.
Именно эти разбавители не дают высохнуть краске. Вот, и они какие-то немножко непрозрачные, но при высыхании они становятся прозрачными. И начинаем. Не забываем, вот эта краска уже высыхает, заметили, да? То, что в палитре краску, которую мы не трогаем, начинает сохнуть. Тогда мы снова добавляем воды и немножко смешиваем. У меня краска заканчивается, я туда добавляю белила. Все выдавливать, всю краску не стоит, потому что ненужная краска просто высохнет. Можно использовать колеры. Если пасты у вас именно в колерах, таких тюбиках, да, то вам нужно немножко тоже, если сильно там водянистая, старайтесь краску брать палочкой, либо у вас сильный концентрат будет, значит, вы должны обязательно, ну, вот именно голубой, светлый, немножко добавить туда белила. Акриловая краска считается именно, если вы пишете картины, у вас картины будут плоскими. То есть, если даже вы постараетесь сделать объем как масляными красками, то у вас, ну, да, немножко объем будет, но не будет такого объема, как в масляных картинах. Потому что масляные картины содержат масло, и, получается, отражает свет и приливается, и как бы поярче, поэтому они более такие, то есть такие картины становятся объемными. Именно в акриловых красках содержится другой компонент, поэтому, когда высыхает акриловая краска, становится как пластик или как резина, не знаю, как это называть. Ну, нету такого объема. Здесь у нас такое стерялось. Дорогие участники, если у вас есть вопросы, обязательно пишите в чате. Ага. Тут здесь тоже немножко, если посмотреть, смешанный стиль, да?
Почему мы мало красок добавляем в палитру? Потому что вы должны научиться знать, сколько красок нужно именно на какой-то формат. Если мы примерно вот столько красок взяли, и у нас не хватает, да? То есть мы видим, сколько уже красок будем тратить, да? Чтобы в следующий раз знать. Если карандаш просвечивается, мне кажется, можно и так оставить. Именно когда карандаш просвечивается, если вы не хотите, можете еще немножко где-то пройтись, закрыть карандаш. А можете использовать пластик. Это у нас именно будет старинная картина. То есть нам нужно застарить картину. Вот. Вот у нас где-то немножко, если вы руками касаетесь, именно по мокрой краске у вас краска немножко убирается. Поэтому немножко надо подождать, чтобы краска чуть-чуть высохла. Если вы заметили, то здесь видно, что краска уже начинает темнеть, да? Потому что если я сейчас краску положила где-то, то немножко заметно, что эта краска посветлее. Мгм. Где-то еще я здесь добавила. Вот.
Здесь пока мы ничего трогать не будем. Пусть подсыхает. Кисть нужно обязательно помыть. Либо взять более чистую кисть, новую. Так, у нас... Потому что сейчас мы будем делать цвет кожи. Кисти старайтесь не оставлять в воде, потому что когда вы кисти оставляете в воде, ваши кисти теряют форму. Потом обязательно берите. Сейчас мы будем цвет кожи делать, да? Так. Ага. Для этого нам понадобится, можно взять 3 цвета, да? Это у нас белила титановые, желтый, светлый, либо кадмий желтый и красный светлый. Если у вас нет светлых оттенков, можете использовать просто красный, желтый и белый. Все успеваем. Сейчас я посмотрю чат. Обязательно, если есть вопросы, задаем. Для того, чтобы сделать цвет лица, мы туда добавляем белила. Белила, конечно, больше добавляем. Еще у нас шею надо закрасить, да? Немножко желтый. Мы еще будем туда еще много других цветов добавлять. Немножко красный, светлый. Совсем чуть-чуть надо. Если у вас краска немножко вылезла больше, вы немножко постукиваете. У вас краска спадает вниз. И закрываем. Если у вас вода чересчур грязная, обязательно поменяйте воду. Тем временем мы продолжаем. Смотрите, белый цвет мы добавили чуть-чуть красного и немножко добавляем желтого. И начинаем смешивать. Если у вас уходит сильно в красный, то мы добавляем желтый. Но много сильно добавлять не надо. Может, слишком красный будет. Если сильно розовит, немножко добавьте туда желтый. Угу. Такой у нас розовый получился, телесный цвет. Мне хочется немножко еще желтого добавить. Берем наш цвет и наносим. Это у нас телесный. Заметьте, что если мы телесный цвет ложим в наш картон грунтованный, заметили, что у вас такой телесный более прозрачный. Почему так? Когда кто пользовался масляными красками, те знают, что плотность белил намного плотные, да? А именно акриловые белила, они более прозрачные, да? Но здесь, если смотреть, вот именно в акриле, здесь нарисовано, да, черный квадрат и три звездочки. Есть такое, можно посмотреть именно на сайте, если бывает, что белый квадрат, по-моему, да, плотность большая, либо наоборот,
Скорее всего, здесь черный квадрат, да. Или наоборот, черный квадрат означает, что плотность большая, да, светостойкость хорошая, что эта краска не будет обесцвечиваться. Да? Чем больше звезд, тем лучше. А если здесь в желтом цвете, если посмотреть, то у вас здесь нарисована половинка, да? Половинка — это означает полупрозрачная краска. А бывают еще именно дистиллировочные краски, которые прозрачные. Но здесь 2 звезды. Это означает, что ваша краска, она средней стойкости, да? Вот. Можете тоже смотреть, потому что и в масляных красках, да, есть такое, что светостойкость такое есть, плотность, и как бы, да. Поэтому, когда мы наносим именно в акриле, даже если здесь написано, что она плотная, на самом деле белила, я бы не сказала, что она настолько плотная, потому что именно в масле титановые белила, они более плотные. А здесь он более прозрачный. То есть вот. Здесь мы начинаем прикрашивать подбородок. Можно, конечно, цвет шеи темнее сделать и уши, потому что все это в теневой части. Вот. Если немножко где-то прозрачность, если можете чуть-чуть еще добавить краски. Вот. Так, здесь у нас еще можем такие цвета использовать. Если у вас сильно розовеет, то можете больше желтого цвета добавить. Так, ага, здесь у нас можно сделать немножко снизу тени, да? То есть где-то здесь у нас тени будут, здесь у нас посветлее будет. Еще такое есть. Сколько работала именно акриловыми красками, я заметила, что именно мягкая синтетика начинает портиться. Чтобы кисть не портилась, обязательно после применения, то есть после работы с красками обязательно нужно промыть кисть. Поэтому именно когда мы тонкие кисти берем, акриловые, да, у нас такие кисти быстренько они портятся, распушевываются именно при акриле. В масле такое я не заметила, поэтому они очень сильно портят кисти. Вы можете именно тонкие кисти использовать, именно натуральные, тогда они будут не портиться.
как именно синтетика с акрилом. Поэтому именно для таких тонких работ, как надписи, подводки или какие-то детализированные работы, старайтесь брать именно натуральную кисть. Это может быть белка или колонок. Вот такие кисти, они не будут портиться, если вы не будете оставлять в воде. Вот. Продолжаем. Конечно, можно в этот цвет добавить любой коричневый. Чуть-чуть. Либо можете добавить синюю натуральную, чуть-чуть. Если сильно краснит, туда добавляем либо желтый цвет. Это у нас не британский желтый. Я желтый просто добавлю, чтобы сильно красным не был. Такой у нас цвет получился. Такой серовато-синий, натуральный. Смешали. И делаем наш ниже подбородка теневую. Если у вас кисточка очень толстая, берем тоненькую кисть. Немножко замочу краску. Угу. Начинаем теневую делать. Здесь тоже надо аккуратненько. Можете немножко что-нибудь, узорчик добавить. Либо я просто треугольник прорисовала. Можно чуть-чуть вот так сделать. Угу. Это у меня такая не мягкая синтетика, более имитация щетины. У вас может быть именно кисть гладкая, да? Вот видите, какая она более твердая. Вот. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста.
Кто устал, можете отдохнуть. Так, у нас еще вот здесь видно, да? Нам еще нужно обязательно вот пятна, грязь сделать. Кто-то может взять стакан, немножко грязный стакан снизу, и можете просто подложить, чтобы бывает такое, что если заметить старинную газету, то можно увидеть там след от стакана. Вы тоже можете где-то кофе сделать, немножко продлить и где-то поставить. И такой интересный след останется. Вот. Мгм. Напишите, пожалуйста, успеваете ли вы за мной. Так, телефон у меня отключается. А тут не очень успевают. Что? Скажите, пожалуйста. Ладно. Не успеваете? Я сейчас подойду. Мгм. Мгм.
Здесь у нас по одежде еще. По идее, нет такого, что нужно именно в какой-то цвет делать. У вас может быть цвет одежды другого оттенка. Поэтому я, наверное, скорее синим сделаю. А вы можете зеленый цвет подобрать, либо серый. Или можно серым сделать, да? Можете тоже смешивать краски, посмотреть. Вот. Если хочется, конечно, любой цвет подойдет. Но старайтесь именно, если, конечно, голубой будет синим очень идти, да? Ну и голубой с серым тоже хорошо будет смотреться. Но если сделать картину более яркой такой, насыщенной, конечно, можно не такие все одинаковые цвета делать, именно постельного, да? Вот. Все равно у нас серый цвет будет присутствовать именно в части шлема. Либо можно тоже с синим сделать, а также или использовать другие цвета. Кто закончил, можете уже начинать прорисовывать доспех. Можете поэкспериментировать, другой цвет брать. У меня здесь это синий циан. Я буду, скорее всего, использовать без разбавителя. Вот смотрите, некоторые краски, когда вы разбавляете, да, когда вы наносите тонким слоем, они совсем светленькие, да, а когда вы плотно ложите, они более такие темные, да. Я, скорее всего, этот цвет буду стараться ложить не так плотно, потому что если я потом буду застаривать, я уже более темные цвета возьму. Поэтому, конечно, здесь черный цвет лучше не использовать. Можете использовать любой синий цвет. Видите, какой яркий. Здесь, получается, я добавила немножко воды. Конечно, сильно ровно краска не будет ложиться. Поэтому ничего страшного, да? Сильно много воды не нужно добавлять. Так, у нас если какая-то грязь будет липнуть, бывает такое, что акриловая краска при высыхании начинает такие комочки делать, да? Такие комочки именно в такие картины именно в винтажном стиле лучше оставлять, потому что вот эти точки всякие, они наоборот будут смотреться хорошо. Поэтому всякие комочки лучше оставлять. Начинаем.
полностью открывать наш картон. Где-то, если вы неправильно положили, старайтесь быстренько взять пальцем и убрать краску. Можно делать персонажей именно так из мультфильмов, фильмов, героев. А можете сделать свои портреты. Это очень интересно. Состаривать. Или просто на подарок. Не обязательно супергероев. Можно также животных сделать. Аккуратно наносим. Можно кисть по-разному держать. Мгм. И даем краске высохнуть время. Здесь можно можно какую-нибудь цифру или узорчик сделать, либо первую букву имени, либо, ну, не знаю, можно букву Н сделать, да? Нюркун. Или букву Б. Или просто можете узор. Тоже здесь на ваше усмотрение. Так, здесь у меня буква Н, скорее всего, будет. Мгм. У меня есть буква Н. Вы можете как-нибудь красивее сделать. Нет. По-простому будет. Конечно, можно узоры сделать, да? Не обязательно именно какую-то буковку. Можно еще вот здесь узорчики сделать. Но это не сейчас, да? То есть все эти узоры мы будем в конце делать. Мгм. Так, здесь можно чуть-чуть, да? Чуть поменять. Или оставить. Давайте оставим. Цвет. Здесь цвет тоже можно либо золотом сделать. Можно тут сделать золотом. Тут у нас, тут можно с серым, либо таким цветом. Какой цвет можно еще взять? Фиолетовый, красный. Можно еще типа этого. А можно просто, если у вас не только золотая краска есть, да? Если у вас есть серебро, да, именно акрилом, можете здесь серебром пройтись, тоже будет интересно.
А то, что вот здесь мы золотом будем покрывать. У кого, ребята, поталь и клей для потали, можете использовать, ам, так, не использовать, а берете просто чистую кисть, открываете, именно клей для потали. Это может быть у вас клей ПВА универсальный, да, либо клей для потали. Берете оттуда, не так сильно густо, не так много, не так мало, да. Взяли, начинаем туда, ну, пройтись надо клеем, чтобы клей немножко пару секунд постоял, не так долго. И туда ложим мы поталь. Как положили поталь, где-то нужно подождать минуту, да, чтобы именно вот этот, ну, как бы клей не вытек где-то, да, наружу, ничего нажимать сильно не надо. Вот, немножко можете вот так пройтись сверху, да, и начинать убирать поталь. Поталь — это такие именно тоненькие листочки металлические. И когда соприкасаются с клеем, они остаются на поверхности, а все, что без клея, уходит очень простенько. И тоже чистой кистью, когда вы клей наносили, обязательно надо промыть кисть и подсушить. Именно сухой, мягкой кистью нужно аккуратно убирать поталь лишнюю. Это может быть тоже синтетические кисти, только не щетина, потому что щетина может просто содрать с клея поталь. Вот. А также, конечно, клей ПВА может не подойти, если это столярный клей, если плотность такая сильная, что у этого клея именно густота такая сильная и хватка. Именно такой клей моментальный, да, нужно, скорее всего, разбавить, чтобы именно более водянисто сделать. Но если сильно будет водянистая, да, не такая, ну, по густоте сильная, либо средняя, да, все равно нужно чуть-чуть подождать, чтобы краска немножко стала, да, то есть не сползала там, не такая сильно мокрая была. Вот. Мгм. Здесь можно цвет взять серый, либо какой-нибудь другой, да. Можно такой цвет взять. Можно, конечно, синий взять, или фиолетовый, серый, или еще другие цвета. Это тоже на ваш выбор. Но я возьму, скорее всего, серый. А можно, конечно, прямо черным сделать, но я не думаю, что черный цвет сильно подойдет сюда. Можно где-то немножко почернее сделать, где-то немножко посветлее тоже подойдет. У меня здесь серый цвет. Чтобы сделать серый цвет, вам нужно взять черную краску и белила титановые. Вот эти две краски смешать, у вас серый цвет получится. Если хочется мягкий серый сделать, можно туда добавить еще третий цвет. Это у нас умбра будет. Можно еще посложнее серый сделать. Это именно красный смешать с ультрамарином, плюс туда белила добавить, и туда же добавить умбру немножко, даже чуть побольше умбры, везде такой сероватый, сиреневый, да, либо более мягкий, теплый цвет. Ну или можно немножко черного добавить, тоже поэкспериментируйте обязательно. А этот серый очень светлый, да? Мгм. Или можете вот так сделать.
тут черным пройтись, а тут скорее именно шлем можно сделать серым. Сейчас посмотрим. Если мы сюда серый положили. Всегда можно немножко затемнить. Когда вы рисуете, ребята, можете, конечно, включить музыку, потому что с музыкой рисовать очень классно. Слушайте музыку или песни какие-нибудь интересные. Или можете аудиокниги включить. И будете релакс. Картины писать это так интересно. Это очень расслабляет. Когда рисуем. Мгм. Здесь у нас ребята, если вопросы будут, пишите, пожалуйста. Может, немножко где-то черный цвет добавим, да? Мгм. Так, сюда. Так, где можно черный добавить? Можно немножко здесь, да? Чтобы форма лица вперед расположилась. Чтобы здесь, если мы здесь сильно светло сделаем, да, немножко затемнять будем. Я взяла черный цвет и в цвет добавила. И получила более темный серый. И немножко хочу затемнить. Но не полностью. Сейчас будем смотреть, как лучше будет смотреться. Или можно полностью закрасить, да, темно-серым. Да, лучше закрасить.
Акриловые картины сохраняются очень долго, если правильно хранить. Акриловыми красками можно еще портреты писать. Или пейзажи. Очень хорошая краска. Можно декорировать мебель, шкатулки. Некоторые прорисовывают узоры именно в деревянных панелях. Там вот эти, видишь, такие, называется, забыла. Или в кухне используют. Именно где фурнитура, там тоже рисуют. Именно дверца, возле ручек рисуют. Потом лаком покрывают, и эти рисунки остаются надолго. Такой у нас серый цвет получился, темный. Посмотрим, насколько темнее будет при высыхании. Немножко хочу рассказать про кисти. Если вы заметили, что ваша кисть становится толще, объемнее, это означает, когда краска именно вот в этом, именно где нижняя часть, где крепится вот металлической штучкой, там оседает краска, будет акрил или даже не гуашь, а именно масляные краски, они остаются, и при высыхании они становятся как металл. Вот. Поэтому они твердеют в этой части. Чтобы избежать этого, можно новые кисти, когда вы покупаете, можно просто взять масло льняное, немножко замазать маслом и поставить вот так. Тогда у вас масло немножко будет стекать в этой области и высохнет. И не будет туда забиваться краска. А еще такой секрет, даже не знаю, секрет, может, это трюк, а нет, это, скорее всего, не трюк, но бывает, что художники берут кисти синтетические, и если им нету времени просто помыть кисти, они берут целлофан, такой пищевой, и туда оливковое масло добавляют. Много оливкового масла, и туда кисти ложат. И получается, оливковое масло никогда не сохнет, поэтому у вас кисти останутся, ну, никогда не знаю, конечно, сохнут, наверное, просто долго сохнут, и получается, что кисти можно так немножко пару дней оставить, чтобы не высохла краска. А лучше всего, конечно, сразу мыть, чистить кисти, чтобы они долго, чтобы этим кистями долго пользоваться. Вот. А акрил очень ломает кисти, то есть портит. Но не щетину, конечно, и не такие синтетики под щетину, именно такие кисти, как более гладкие или круглые кисти бывают синтетические. Вот эти кисти очень портятся быстро, потому что они слишком мягкие. Некоторые просто забывают и оставляют в воде. Конечно, белка тоже пушится, спушевывается, но не так быстро. Именно когда акрилом пользуемся.
Вот. Если там, конечно, краска немножко остается, вот начинает тогда в сторону уходить. Мгм. Продолжаем. Ребята, если вы устали, отдохните обязательно, потому что когда близко смотрите, когда долго сидите, у вас глаза устают, и просто вы свет не видите, вы уже плохо различаете оттенки. Обязательно ну, надо походить, вдаль посмотреть, чтобы глаза не испортились. Можем сделать перерыв. Как вы думаете? Такой ЧП тоже бывает. Так как у нас акрил высохла, картина не пачкается. Акрил высох, и все. Можно даже вот если что-то туда упадет, ничего страшного. Это же у нас именно будет винтажная картина. Именно должно быть куча пятен. Где уши у нас, уши немножко будут темнее, потому что они в тенях находятся. Здесь можно использовать либо синий цвет, скорее всего, синий сделаем. Немножко тут оранжевый. Здесь у нас будет либо красный. Можно, как в этой картинке, красненький сделать, а можете другой цвет выбрать. Обязательно подписывайтесь. Алонхо, нижняя черточка, добрый печин в Инстаграм. Там очень много других мастер-классов, семинаров. Обязательно просматривайте. А также можете на YouTube зайти, добрый почин, и там посмотреть видеоуроки, где именно мастер-классов, участвуйте в конкурсах, селфи и выставки. То есть, получается, там именно в Инстаграме будет информация. И обязательно свои работы отправляйте. Так, сейчас номер скажу. Так, на номер. 8-9-14-305-75-44. Координатор проекта Захарова Аида Васильевна. В WhatsApp отправляйте, ребята, или в директ в Instagram ваши работы. Обязательно смотрите на YouTube другие уроки, тоже рисуйте и отправляйте.
Мгм. Продолжаем. Здесь у нас смело можете взять оранжевый цвет, сюда закрасить. Берем красный, туда добавляем желтый. И получаем такой яркий оранжевый. Это тоже более прозрачная краска у нас получилась. Мгм. В этот же цвет мы можем белила добавить. Я добавила серый, который у меня был. Я хочу немножко подготовить грязь, именно грязный цвет, чтобы наносить. Или можно немножко наши уши дорисовать. То, что у нас в тени. Вот. Сюда добавляем. А можно, конечно, вот эту краску оставить, немножко воды добавить. Пока мы будем рисовать наш шлем, чтобы наша краска не высохла. Мгм. Сюда можно именно синий взять. Ой, у вас может быть синий, либо какой-нибудь другой цвет. Чуть-чуть воды добавила. И сюда можно любой другой цвет добавить. Можно, если вы хотите посветлее сделать, можете туда добавить белила. Но я оставлю этот цвет. Обязательно напишите, пожалуйста, если не успеваете, пишите «не успеваю».
Мгм. Можно здесь серым цветом скрасить. Можно вот эти тоже серым сделать, либо вот эти черным, да. Вот. И здесь у нас тоже красный, золотистый будет. Конечно, можно вот это красным сделать, чтобы немножко побольше цветов сделать. А можно тоже серым сделать. Вот здесь то же самое можно пройти серым, либо золотистым, серебристым оттенками. Я попробую добавить серый. Мгм. Можно этот цвет немножко синий добавить, сделать немножко сиреневым. Не бойтесь смешивать цвета. Немножко добавить синий. Где-то можно сюда добавить.
Мгм. Я взяла черный цвет и туда добавила серый этим цветом. Заканчиваю наш шлем. Мгм. Немножко сюда. Можете чуть-чуть отойти от картины, немножко издалека посмотреть. Мгм. Мгм. Все успеваете, ребята? Затем я беру красный, чистый красный цвет. В кисточке слегка есть вода. Если у нас вот это золото будет, надпись скорее будет красной, и обводка будет красной. На металле тоже можно рисовать, потому что бывает, что металлические щиты прорисовывают, да? Так что вы тоже можете любой цвет выбрать. Здесь можно. Вставляем, ждем, пока краска высохнет. Можем здесь тоже красным пройтись. Либо можно серым. Какой цвет вам больше по душе?
серый сделать и не ставить красный. Можно красный добавить. Давайте красный. Серый цвет тоже подойдет. Можно темно-синий. Мгм. Если где-то немножко заморали, можете просто пальцем чуть-чуть убрать. Все. Пока мы не начали золотом покрывать, предлагаю вам взять и подготовить нашу губку. Можно отрезать 2 равные части, а можно сделать и 4 части. Но если вы, допустим, еще режете, по идее старайтесь как квадратик резать, потому что если мы так сильно наносим, ну так тоже удобно будет, по идее. Вот смотрите, можете как угодно согнуть немножко, да, и где-то начинаем немножко убирать, тоненько-тоненько убирать губку, вырезаем. Немножко вот эти углы надо убрать, потому что углы нам не нужны совершенно. Можно немножко глубокий где-то сделать. Примерно вот так. Видно? Рельеф нужно обязательно сделать. Вторую губку можете тоже для другого цвета подготовить. Как раз просыхает. Так держите. Вот. Туда надавливаете. Вот это выходит, и где-то вот тут прижимаете и вырезаете. Рельеф делаем. Углы убираем. Немножко закругляем. Мгм. Вот так удобно будет.
Теперь, если мы хотим фон немножко так, вот, допустим, сейчас я покажу вам поближе, да? Вот такие грязные пятна. Такие грязные пятна можно синий добавить желтый. Давайте это сделаем. Либо можете зеленый цвет взять. Этот синий я добавлю желтый. У меня такой зеленый получится. Темно-зеленый, как кобальтовый цвет. Кобальтовый зеленый, да? Можно немножко коричневый добавить, но это не обязательно. Немножко воды добавляем. Сперва пробуем не на картинке, а просто на палитре можно или на бумаге. И смотрим, как вы вырезали, какой цвет взяли. И вот примерно вот такие следы оставляем. Если сильно крупно, то убираем, еще меньше сделаем. Мгм. И смотрим, вот. Желтый мешается. Тут начинаем оставлять пятна, где голубой фон. Только смотрите, чтобы не так сильно. Мы не только какие-то зеленоватые цвета будем добавлять, мы еще будем немножко коричневатые добавлять. Старайтесь не так сильно, не так много добавлять в начале. Мы это составим нашу картину. Старайтесь сюда, в этой области, не закрашивать. Просто чуть-чуть придавливаем. Если краска заканчивается, опять же делаем синий. Я сейчас добавлю умбру. Можно еще чуть-чуть желтый, да, добавить. Вот такой темный получился. Можно чуть-чуть еще желтых добавить. Такой коричневый получился. Немножко побольше воды, если вы взяли много красок. Или красный, синий можете, если у вас коричневого нету. Этой же губкой тоже где-то местами смотрю, примерно как будет. И немножко добавляю в углы. И все время кручу нашу губку, чтобы одинаковые следы не оставались.
Где-то, если вы переборщили, берем пальцами, просто проходимся пальцами и убираем лишнюю краску. Это можно просто вот так притушить лишнюю краску. Хлопываем и убираем, если вы сильно густо положили. Так, немножко местами где-то здесь будет. Можно еще вот так синий взять. Ой, не синий, а голубой. Голубой. Можно чуть-чуть другую. Ой, смешался. Ладно. Это область. Я синий взяла. Еще немножко другой цвет добавить. Здесь немножко воды добавим. Я другую взяла. Немножко у меня тут и коричневый есть. Где-то здесь добавляем синий цвет. Немножко провожу вниз и делаю такие следы от красок. Какие-то подтеки делаем вниз. Сильно густо краски не берем, там немножко больше воды. И вот такими движениями делаем линии. Хотим где-то убрать, немножко похлопываем пальцами и убираем лишнюю краску. Вот. Ага. Здесь у нас пока оставим верхнюю часть. Можно взять черный цвет, либо можете синий взять. А нет, давайте возьмем этот цвет, который у нас лежит. Не будем никакой черный брать. И немножко, чтобы вот так держим, сгибаем, губку немножко снизу добавляем. Если где-то ошибочка вышла, протираем пальцами. Немножко смазываем. Делаем. Олег, у тебя это изображение пропало. Видео пропало, можно, да? Да? Ага. Ну, включить, то есть выключено. О, нет, вообще выключилось теперь. Так. Сейчас батарея. Ага. Видно? А, теперь видно, все хорошо. Угу. А что пропустили? Нет, Я могу ничего не заново пропустили. Нет, ничего Ага. не пропустили, просто вот этот экран пропал, да? Вот этот экран пропадал. Хорошо. Мгм. Все успеваете, ребята? Скажи, успеваю. Да, успеваю. Молодцы. Успеваем, говорят, ага. Хорошо. Уже состариваем нашу картину. Можете взять стакан, налить кофе и немножко след от стакана сделать.
Это тоже очень красиво смотрится. Где-то можно на боку сделать, где угодно. Или просто на стакане немножко, вот стакан берем, либо любую, вот, просто берем вот так и смотрим. Ой, тут не красит, надо воды немножко добавить. Можно просто краску туда положить вместо кофе. Вот хороший след. Где-то можно вот где-то здесь оставить этот след. Стаканом может быть, да? Какие-то кружочки получаются интересные. Это можно здесь оставить. Или можно просто один след. Если сильно чернит, можете просто пальцами чуть-чуть убрать лишнюю воду. Да, очень интересно получается. Так, сюда еще можно... В этот цвет можно немножко добавить. Либо просто синий наш взять. Без черноты просто можно синий взять. Слегка чуть-чуть воды добавить. А еще можно немножко вашу кисть водой чуть-чуть намокнуть и просто побрызгать на картину. И оставить сушиться. Так. Здесь у меня чуть-чуть в синий смешался вот этот темный черный, немножко темнее получился. И то же самое с этой стороны. В идеале, вообще, если именно большой формат делать, то можно именно по цвету застаривать. Тогда уже нам нужен малярный скотч. Тогда именно малярным скотчем закрывают ту поверхность, которую не хотят застаривать. Так. Надо идти и посмотреть. Это еще добавить. Тоже на глаз смотрите, не переборщите. И так получается, что у нас, где красный цвет, можно просто темным красным также пройтись. Не обязательно какие-то синие цвета или какие-то черные, да. То есть, получается, мы в этой части берем больше таких синих цветов и почти таких зеленовато-черноватых, да, коричневатых. А где у нас краснинка, конечно, можно взять коричневый, либо просто краплак красный, либо немножко темнее сделать. Я взяла краплак красный. Бывает, что, вот видите, жидкость выходит. Это какого интересно. Да, вот у краски истек год. Карантинный срок, да? Вы там видите? Жидкость отходит от краски.
Поэтому именно вот этим мы не пользуемся. Можем сейчас немножко вытащить. Да, честно, не хочется этим пользоваться. Залежалась краска. Давайте просто красный возьмем, этот коричневый добавим. У нас получится немножко темный цвет. Так, смешаем чуть-чуть. И вот такой коричневый получился. Это я смешала с коричневым и черным темным. Там же те же цвета, как синий, да? Или вы можете просто коричневый, добавив красный, синий цвет. И ставим красный цвет. Это можно немножко еще красить. Примерно так. Конечно, в этой области немножко сложнее будет. Так, аккуратно. Не задеваем подбородок и шею. То есть даже слегка задели, ничего страшного. И это можем немножко замазать. Да, тут тоже где-то можно чуть-чуть замазать. Убираем лишнюю краску. Можем чуть покраснее это сделать. Вот. Ага. Также хочется немножко шлем заставить, да? Это я такой синий с коричневым взяла. Немножко сюда добавлю. Слегка. Угу. Вот можете, поближе посмотреть. Вот так я заставила. Прямо пятнами. Угу. Теперь нам надо цвет кожи сделать. Вот этот цвет немножко надо потемнее сделать. Можно сюда добавить коричневый. Можно сюда добавить желтый, красный. Смешаем желтый. Сильно темный цвет, да? Еще желтый может добавить. Вообще акриловые краски очень много оттенков есть в акриловых красках. И серебряные, и золотистые, и медиум золотые, да? Очень много колеров. Очень много цветов есть. Можно сюда еще белый добавить. Я добавлю неаполитанский желтый. Вот. Акриловые краски вообще хорошо подходят именно прописывать именно по грунтованному картону, либо по холсту очень хорошо подходит. На бумаге тоже можно, но надо бумагу тоже грунтовать. Слишком густо, значит, мы добавляем туда воды. Вот. Сюда воды добавили. Берем, немножко макаем. Тоже можно чуть-чуть проверить.
Сильно, если много красок взяли, обязательно проверьте. И сильно не надавливаем. Слегка. Или касаемся. И можно взять чистую кисть, немножко смазать в одну сторону, немножко пальцами убрать, похлопывая. Или пальцами просто вот так, такие линии сделать. Так. Немножко другой форму возьму. И вот с этой стороны чуть-чуть добавлю еще. Немножко здесь другой цвет добавился. Чуть-чуть зелененький добавился, синенький. Тоже убираем лишнюю краску. Можно еще сюда просто либо или заметный узор, или что-нибудь прорисовать. Либо пятно нарисовать, да? Как-то так. Тоже где-то убираем сильно. Вот такие пятна оставляем. Так. Где шея? Чуть-чуть тоже. Где не хватает. Угу. Ой, очень интересно. Угу. Можно еще такие пятна сделать. В этот цвет. Или можно немножко черные пятна сделать, да? Или синие, давайте. Тот же синий возьмем. Более коричневатый. Такой цвет будет. Туда мы опять же берем. И где-то здесь. Угу. Угу. Чуть-чуть подождем, пусть подсохнет. Сюда мы будем уже золото добавлять. Конечно, если желаете, можете немножко обводку сделать. Это я бы не делала бы обводку, просто сейчас прошлась бы золотом.
написала бы шрифт и снизу чуть-чуть добавила. Можно уже кистью помыть. Вот такие губки тоже можно помыть и использовать в другой картине. Вот. У нас руки, смотрите, какие черные становятся. Потом, конечно, сложно будет отмыть, но отмывается. Можете перчатки одевать. Но перчатками работать крайне неудобно. Вот эти замазывания делать тоже неудобно. Обязательно ваши краски нужно закрыть очень плотно, потому что сохнет очень быстро. Можете еще пятна. Давайте капнем чуть-чуть. Слегка, да? Можно побольше воды взять, добавить в краску много воды. И немножко где-то так капнуть слегка. Так держим кисть и вот так делаем. Где-то пятно оставили. Конечно, такие пятна делать может долго сохнуть. Или можно в конце сделать, когда вы золотом пройдетесь, такие пятна сделаете. Я пока, вот где у нас золото будет, вот эти пятна чуть-чуть слегка тряпочкой в воду уберу. Все равно краска слегка останется. Ну, тут пускай подсохнет. Сейчас я беру тонкую кисть. Открываем. Либо вы берете поталь, либо клей. Нет, извиняюсь, вы сперва клей берете. Открываете, наносите клей. Одну циферку нанесли, чуть-чуть, где-то пару секунд подождали, и туда ложите поталь. Но если у вас картинка объемом маленькая, лучше сразу быстренько наносить немножко погуще, потому что клей для потали очень быстро сохнет. У кого краска именно акриловая, золотая, просто без воды наносим по холсту. Густо-густо наносим. Видите, как хорошо наносится краска. Наносим. И сейчас старайтесь аккуратно наносить. Если хотите, чтобы было идеально аккуратно, можете трафарет сделать.
распечатать и просто по трафарету наносить клей, либо сделать обводку ручкой, чтобы было очень сильно заметно, потому что карандаш после акриловых красок растворяется. Поэтому старайтесь лучше трафарет делать. Ну, конечно, от руки тоже хорошо выглядит. Можете аккуратные линии сделать линейкой и ручкой. Чтобы сильно тонкие линии не получались, можете более плоскую кисть взять, если у вас формат побольше. Так, извините, пожалуйста. Видите, как быстро краска сохнет? Старайтесь каждый раз новую краску брать, потому что в кисточке сохнет, и вот так толстая бывает кисть, и что почти краска перестает ложиться. Либо убираете засохшую краску и наносите заново. Так, у нас вот до сюда должно. Я когда пытаюсь аккуратно линии сделать, даже не дышу.
Потому что когда можно чуть-чуть неправильно положить краску. Немножко больше сделать. Где-то немножко линии сделаем потолще. Яркон будет. Конечно, по талии очень классно получается. Можно остаток по талии повторно использовать. То, что вы... еще кусочками пытались использовать хорошо. Есть такая... То есть продают иногда в банках использованную паталь. Там именно кусочки бывают. И этими кусочками хорошо использовать именно старые, ну, как бы застаривать картины, да? И либо просто берете паталь, и немножко надо чуть-чуть помять, или не знаю, чтобы не ровно было. А если сильно ровно, конечно, это тоже хорошо, но тогда надо краской застаривать.
Здесь можно буковку чуть-чуть поменьше сделать. Кто закончил, не забываем здесь ставить свою подпись. Можете золотом поставить, можете также маркером, не знаю, если черный маркер, то можно. Цветной маркер тоже можно, наверное, можете попробовать. По идее, специальные маркеры есть. Наносить именно по краске. Вот. И закрыть. Так, немножко подправлю. Также можно золото немножко состарить. Тогда что вы делаете? В этот цвет можете добавить тот же коричневый, немножко добавить и местами здесь накидать, краску положить. Вот. Либо также взять нашу губку, который коричневый остался. Можно немножко добавить. Тогда у вас сильно блестеть не будет. Если вы хотите, чтобы блестело, можете оставить так. То есть не замазывать. Вот. Здесь и поставьте обязательно свою подпись. Можно поставить золотистым цветом. Конечно, густо немножко сложнее будет.
обязательно свои работы отправляйте в Инстаграм, в директ, либо на номер. Аланхон, нижняя черточка, добрый печень. Очень интересно будет увидеть ваши работы, а также можете отправить свои работы на конкурс. И будет еще в конце мая выставка работ. Тоже ознакомьтесь, пожалуйста, в Инстаграме с информацией. И обязательно просмотрите наши предыдущие уроки. Тоже можете, ну, желательно нарисовать, написать эти картинки, тоже отправьте нам, пожалуйста. Когда у вас кисточка сильно толстая, очень сложно написать подпись, поставить. Вот. Вот наш герой. Нургун Батыр, стремительный. Я эту картину обязательно вырежу. Вот. Спасибо, что участвовали, посетили мастер-класс. Также желаю вам творческих успехов, чтобы побольше картин написали и на тему Аланхо. И вот. И я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Большое спасибо, Али. Большое Очень спасибо красиво. вам. Мгм. Очень красивая картина, очень интересный мастер-класс, да. Похоже. Спасибо. Жду Спасибо. ваших работ, обязательно в группу отправляйте. Мне очень Да. интересно, как ваши Надеемся, работы что пришлют получились. все работы. Пожалуйста, присылайте все, кто слышит. И ждем вас на следующих мастер-классах. Да. И это сейчас надо уже говорить. В это же В время субботу у в этом нас же месте тоже... Да, у нас каждую субботу проводятся эти мастер-классы в 5 часов вечера. Вот теперь уже пускай. Уже время Да, стояло, обязательно и вплоть заходите. до мая Мгм. месяца. Каждую субботу. Каждую субботу, да. Обязательно ждем вас, Не надо ребята. Все, спасибо пока-пока. большое. До свидания. Мгм. Пока-пока. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите Я тоже комментарии. Мгм. А, еще один стакан получился. Да.